Наталья Степановна, какие бы вы советы дали вот в первую очередь, такие 5 советов абитуриентов? Ну, первый, наверное, совет, во-первых, не волноваться. Э, Вот этот вот весь процесс поступления, он не терпит суеты. От суеты очень много происходит ошибок, переволновались, не досмотрели, что-то забыли, а в итоге получается, что когда уже подходит срок какой-то важный, выясняется, что уже невозможно что-то исправить, донести, доделать, и получается, что, например, уже на бюджет, например, не попадают. Это очень часто. Поэтому не суетитесь, спокойно, все внимательно, обязательно все читайте, внимательно все требования. Лучше иногда лишний раз позвонить, переспросить, написать, чем потом узнать об своей ошибке уже когда поздно. Второй, наверное, совет – это, если есть какой-то вопрос, обращаться исключительно на официальные наши каналы. У нас есть горячая линия, у нас есть почта приемной комиссии. Можно даже, когда вы на сайте приемной комиссии находитесь, там есть задать вопрос. Там тоже постоянно наши специалисты сидят, отвечают на вопросы. Но только не смотрите где-то на посторонних сайтах. Очень часто у нас бывает, что где-то что-то увидели, информация, например, там не обновлялась несколько лет, а на нее сориентировались и допустили ошибки. Ну, третий, наверное, совет не ограничивайте свой выбор, потому что иногда бывает, вот хочу быть, например, учителем, там, не знаю, русского языка, и выбирают только одну специальность для поступления. И выясняется в конце, что по конкурсу не проходит ребенок, да, уже сроки все прошли, когда можно было бы изменить свой выбор. Я рекомендую сразу подавать на несколько направлений, смотреть, вот, например, хочу быть учителем русского языка, но еще рассматриваю такую, такую и такую специальность. Сразу тоже рекомендую присмотреться к коммерческим программам, потому что, ну, понимаем, что конкурс на некоторые специальности очень большой, на бюджет очень сложно бывает пройти. Вот, а так, четвертый совет, наверное, про индивидуальные достижения. Не забывайте, иногда тоже бывает, мы уже всех зачислили и вспоминают, что где-то что-то есть. То же самое ГТО, Да, ГТО, Акмулинская олимпиада. Акмулинская олимпиада дает вообще до 10 баллов, если призер победитель. Даже если участвовал просто в Акмулинской олимпиаде, там уже 2 балла. Мы так поощряем. С этого года это впервые мы так вели, потому что очень много участников, они как бы рассматривали наш университет, мы, конечно, их поддерживаем. Также волонтерская деятельность, там есть спортивные достижения, очень большой перечень, посмотрите, может быть, что-то у вас есть, можно еще собрать документы, донести и свои баллы дополнительные получить. Ну, естественно, золотая медаль, так условно, да, когда аттестат или диплом с отличием тоже дают свои баллы, надо про это не забыть. Ну и, наверное, пятый, не знаю даже какой совет. Можно я скажу? Давайте. Верить в себя. Вот, да, верить в себя, действительно, да, верить в себя. И не отчаиваться, всегда есть какие-то варианты, но вот чтобы найти правильный вариант, я тоже опять-таки порекомендую, мой второй совет, обращайтесь только в приемную комиссию. Мы всегда подскажем, посмотрим, какая ситуация, и посоветуем тот вариант, который, ну, возможно, спасет ситуацию. Не все ситуации бывают нерешаемые, всегда есть варианты.